Здравствуйте, ребята! Давайте настроимся на урок. Сядьте ровно, положите руки перед собой. Вы готовы к получению новых знаний? Вы все готовы к нашему уроку? Приготовили тетрадь, учебник, ручку, карандаши. На уроке наши глаза внимательно смотрят и все видят. Уши внимательно слушают и все слышат. Голова хорошо думает. Тема нашего урока – прием вычисления вида 26 прибавить 4. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с новым приемом вычисления, а также закрепим полученные знания при решении задач и числовых выражениях. Чтобы уметь быстро и правильно считать, надо сформировать хорошие вычислительные навыки. А помогать мне будет, узнаете кто, отгадав загадку. Девушка эта труда не боялась, шила, варила, пряла, убиралась. С помощью крестной попала на бал. У сказки этой чудесный финал. Верно, это Золушка. Злая мачеха заставляла много работать Золушку. И вот первое задание. Из числа 40 вычесть сумму чисел 8 и 2 равно 30. К числу 60 прибавить разность чисел 12 и 4 равно 68. К разности чисел 30 и 10 прибавить число 9 равно 29. Молодцы! Вы хорошо справились с заданием. Оцените себя. Нарисуйте на полях тетради бусину зеленого цвета, если все верно, желтую, если допустили ошибку, красную, если не справились. Давайте вспомним состав числа 10. 10 – это 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5, 6 и 4, 7 и 3, 8 и 2, 9 и 1. Не успеет одно задание выполнить Золушка, как мачеха задает ей другое. Ребята, пропущены числа. Надо записать недостающие числа. 55, 59, 62. Замечательно. Как называются числа в этом числовом ряду? Двухзначные. Из каких разрядов они состоят? Из десятков и единиц. Разложите числа, которые были пропущены, на десятки и единицы. 55 – это 5 десятков, 5 единиц. 59
Это 5 десятков, 9 единиц. 62 – это 6 десятков и 2 единицы. Да, ребята, сегодня на уроке вам придется заменять числа суммой разрядных слагаемых. Мачеха со своими дочерями уехала на бал. Посмотрите на записанные выражения. 58 минус 4. Из 75 вычли 2. 39 минус 5. 36 минус 2. К 26 прибавили 4. Какое выражение отличается от остальных? Верно, 26 прибавить 4. Это выражение на сложение. Представим число 26 как 2 десятка и 6 единиц. Прибавим 4 единицы. Как это сделать? К 6 палочкам добавить 4. Получилось 10. А 10 – это 1 десяток. Прибавляем к 2 десяткам 1 десяток. Получается 3 десятка. Число 30. Запишем решение примера по алгоритму. Определим порядок действий, а фея крестная поможет нам. Обратите внимание на вид. Число двухзначное складывается с однозначным. Получается круглое число. Сначала надо прочитать выражение, заменить двухзначное число суммой разрядных слагаемых, единицы сложить с единицами. Получится десяток. Десятки сложить с десятками. Прочитать ответ. А сейчас вы самостоятельно решите примеры по алгоритму. Проверим себя. Ребята, найдите общее во всех этих примерах. В ответе получается круглое число. Я уверена, что вы все справились. Оцените себя. Золушка может ехать на бал, а у нас физминутка. Продолжим наш урок. Ребята, Золушка в карете до дворца ехала 8 минут, а обратно шла пешком до дома 15 минут. Насколько больше времени затратила Золушка на дорогу домой, чем до дворца? Какой ответ вы получили? Правильно, 7 минут. Объясните дома, как вы решали? А вот дочери мачехи получили ответ 23 минуты. Как они решили? Верно, они сложили числа. Запишем краткую запись и решение задачи. Главные слова. В карете 8 минут. Пешком 15 минут. Сравнительная стрелка покажет, насколько больше минут.
Решение. Из 15 вычесть 8. Получится 7 минут. Ответ. На 7 минут больше затратила Золушка на дорогу домой, чем до дворца. Чтобы узнать, насколько больше или меньше, надо из большего числа вычесть меньшее. Хорошо. Оцените себя. Чтобы принц побыстрее нашел Золушку, надо помочь ему решить задачу. Девочки участвовали в игре «Угадай мелодию». Рано из 12 песен узнала только 5, а Сабина узнала не только те, что Рано, но еще 4 песни. Сколько песен узнала Сабина? Составьте выражение и решите. Давайте запишем условия задачи схематически. Всего 12 песен. Рано знает 5 песен. Отметим 5. А Сабина столько же, это 5. И еще 4 песни. Значит, надо из 12 вычесть сумму чисел 5 и 4 равно 3. Молодцы! Оцените свою работу. И вот принц нашел Золушку. Чтобы закрепить полученные знания, выберите задание для себя и выполните самостоятельно, используя прием вычисления вида 26 прибавить 4. Проверьте, правильно ли вы справились. Замечательно! Оцените свою работу. А теперь, ребята, подведем итог нашего урока. Вспомните, с каким новым приемом вычисления вы познакомились? С приемом вычисления вида 26 прибавить 4. Какой вывод сделали? В ответе получается круглое число. Повторим алгоритм решения. Первое. Прочитать выражение. Второе. Заменить двухзначное число суммой разрядных слагаемых. Третье. Единицы сложить с единицами. Получится десяток. Десятки сложить с десятками. И пятое. Прочитать ответ. Замечательно! Наша Золушка и принц счастливы. Ребята, а сейчас продолжите предложение. Сегодня на уроке я узнал. Сегодня на уроке я бы поставил 5 за задание. Сегодня на уроке мне больше всего понравилось. Сегодня я узнал прием вычисления вида. Вы молодцы! Посмотрите на поля тетради и подведите итог. Спасибо вам за работу. До свидания, до новых встреч!